Думаю, что это просто уникальный случай, когда вот просто такая вот яркая, да, певица, просто в зените славы. Просто такой вот ореол, это вот, ну, звезда, восходящая звезда. Конечно, и она тоже в свое время, да, у нее тоже были потери свои, но когда вот она вышла за нашего отца, который имел вот уже 3, как говорится, детей, для всех это был абсолютно вот нереально все это казалось. Очень многие просто не верили, они считали, что это такие досужие слухи, которые просто скоро развеются, и что это просто так. Но я думаю, что она действительно вот мама. По истечении времени мы сейчас все, конечно, сами осознаем, как уже состоявшиеся женщины, да? И вот, ну, сейчас шутя мы то между собой так разговариваем тоже с мамой, и я говорю, как же ты так решилась в свои 28 решиться на такой героический шаг, поступок, да? Это подвиг, конечно, да, с ее стороны. Ой, с 3 детьми. Вдовец. Ты все равно вдовец. А что она отвечает? Ну, говорит, была такая. Да, была такая. Ну, понимаете, это, наверное, судьба, скорее всего. Судьба. Вот уже 32 года. 32, да, 32, наверное, года тому назад мы создали вот эту семью нашу. Ну, вырастили мы 3 детей. Тут, конечно, большую помощь оказывала наша бабушка, то есть мать Петра Никифоровича, это моего супруга, Дарья Павловна. Она как вот очень-очень мудрая женщина, она, конечно, она это говорила мне, потому что остальные были более мелкие, скажем так, да, маленькие, они таких, может быть, не ощущали влияний. Вот она как мудрая женщина, очень такой человек, поживший большую-большую жизнь, она сказала, кто никого никогда не забудет, что мама родная, она всегда вот для человека, она есть одна на всю жизнь. Но если вы сможете понять и принять друг друга, если вы сроднитесь душой, то ближе никого не будет. Для вас ближе никого не будет. И вот эти ее золотые слова, конечно, потому что, ну, жизнь, конечно, она никогда ни у кого не бывает гладкой, ровной, да, очень красивой. А какие-то все равно шероховатости есть, но я думаю, что вот эти слова сказанные, они вот были просто, попали в точку. Дети, они, как бы сказать, они очень, и сейчас они очень такие правильные, да? И в детстве вообще особых, за них особых больших забот не было. Были очень послушные, они очень любили бабушку, очень любят своего отца. И сейчас они во всем нас поддерживают. И маленькие, когда были, тоже как-то вроде они нас понимали, что это и папе нелегко, и мне нелегко. И с малых лет они уже привыкли нас понимать. И они были очень самостоятельные в то же время. Ну, наша старшая Даша, конечно, и по сей день, она у нас очень ответственный человек, Дарья Петровна Дмитриева, художник, модельер она по специальности, окончила Московский текстильный институт, сейчас работает в академическом психотеатре, довольно продуктивно, творчески. Вот. И она, конечно, во всем помогала, когда дети тоже, сестрята маленькие были. И сейчас она помогает. Ну, сейчас дети выросли, а у них семьи свои, дети. Так что Петр Никифорович дедушка. И заодно и я бабушка. Они вас зовут мамой же? Да. Вот. И сразу стали знать? Ну, правильно, потому что они же маленькие были, они совсем маленькими, крохотными потеряли свою мать, маму, поэтому, видимо, как-то даже вот младшая девочка, говорят, когда увидела по телевизору Майя, когда была маленькая, она сказала, ой, на мою маму похожа. Она, наверное, будет моей мамой. Да, говорят прямо
по телевизору. Возможно, с тех пор Петр Никифорович обратил внимание, может быть. Но они бедной сиротой остались. Конечно, им, видимо, очень не хватало мамы. Non son tuo figlio, ma chi son io, chi dunque? Niente servoi. Eppur dicesti. Быть может, прости мне, стоит мне вспомнить час этой страшной казни. Мои слабеют мысли, и моя речь становится бессвязной. Сын мой, разве тебя не так, как мать? Potrei negarlo. Не мне ты снова жизнью обязан. Не я ли ночью пробралась на поле брани, все тебя погибшим считали, похоронить тебя я хотела. Сердце матери не может обмануть, и признаки жизни тотчас угадала. С какою нежной любовью твои все раны я излечила. Che portai di fatale, ma tutte qui nel petto io fra mille già spandati al nemico volgendo ancor la faccia. Она настолько неординарная, вот ей столько дано, и она вот, она не зажимается, она это в себе не копит, не держит, она вот абсолютно спокойно, свободно, она этим делится со всеми. Потому что вот для каждого есть и ласковое слово, да, и участие. Вообще, сама по себе у мамы все растет. Вот, видимо, все-таки то, что она Легкая рука, да. легкая рука, да, и знак у нее Водолей. Водолей, эра Водолея, да, все-таки вот она причастна. Поэтому, видимо, это все, скажем, в комплексе дает то, что у нее очень легкая рука. Вот что не посажено ею, как говорится, так и пышет, так и вперед на даче. А вот то, что дома, у ней очень, помню, раньше, вот, когда мы жили по Ярославскому, очень много зелени, да, много цветов. Были случаи, да, мы, значит, уезжать на гастроли, мама, и довольно-таки длительные были там гастроли. И порой забывали мы поливать почему-то сарданой, потому что на тот период Даша уже до сих пор была забываю студенткой. Да. И цветы чахли. И мы судорожно начинали вот в день приезда. Нет, день приезда поливали. Или накануне. Да. Но он все равно чахло выглядел уже, это бесполезно. Но тем не менее, мама, кстати, вот я удивляюсь в степени ее, она же все равно строгий очень человек, да, как бы то ни было. Она никогда нас не журила за эти цветы. Я вот тут, кстати, очень удивлялась. Потому что при ней ожидали. Да, они при ней оживали. Она приезжала, и тут же в течение нескольких дней, вот не знаю, ну чем человек поливал или что, ну вот, видимо, вот от него само идет энергетика. Про цветы вспомнили? Там даже вот на перегонке, так, у папы день рождения 4 июня. Вы езжаете на природу? Нет. Вот просто, я не знаю, как цветок так можно закодировать, чтобы он зацвел именно в этот день. 4-го, да? Утром он раскрывается именно в этот день. Для Не папы. днем раньше, не днем позже, да, для папы. Это вот может она. Представляете? Oh
Петр Никифорович, мой супруг, это большой помощник наш, любящий отец, дед. Он член Союза писателей, пишет стихи для детей. У него несколько сборников для детей замечательных. Научный сотрудник Института гуманитарных исследований. Мы очень счастливы, наша семья, не только семья. В прошлом году издан Нюргун Ботор Оюнского, и один из составителей является мой супруг. Дизайн книги Дарья Дмитриева, это наша старшая дочь. Поэтому для нас очень большое событие. Это, наверное, один из активных посетителей, слушателей нашего театра. Он, естественно, премьеру, ни одну премьеру не пропускает. И он не только как зритель, и вот много очень фотографий, видео, фильмы снимает. Ну, это чисто такие семейные, домашние. У него всегда есть свое мнение по поводу, как прошли спектакли, как я спела, удачно, неудачно, где хорошо, где бы что-то хотелось, он не советует. Он, конечно, мой первый критик и первый советник. Ну, вообще это во всем мой помощник, конечно. Браво! Насколько они вот преданы своей работе, идее, это просто мы восхищаемся. Потому что и отец, и мама, они настолько с такой самоотдачей, с такой самоотверженностью, да, вот мы с измальства просто это помним. И нам просто казалось, что по-другому, ну, мы поняли, что по-другому просто жить нельзя. Что если работать, то нужно только так. Отец, он такой же преданный своему делу человек. Настолько преданный, что он не стал, когда его приглашали в другие, скажем, да, отрасли, он не стал распыляться, он собрал, да, вот за всю свою жизнь более 30 уланхо. Он записал все это практически вручную. Ведь раньше не было этой техники, да, современной. И он записывал на магнитофон. И я помню, что мы маленькие даже засыпали под это. Под этот машинки. Причем у нас в доме были, тогда еще живы были вот старые ланкасуты. Евдокимский приезжал, да, к нам? Он успел написать. Да, он успел записать. Он постоянно вот ездил в экспедиции. Он выезжал, он записывал, он знает всех. Он кого-то, вот о ком-то он просто горевал, что он не застал. Потому что рассказывали, что есть такой старик, который то-то, то-то, то-то. Но не успел, это было раньше. Ну, хотя у нашего папы нет, скажем, ученых степеней, там, он всего этого достиг. Мы этим горды. И, конечно, он для нас и академик, да, и еще профессор, да, и да, профессор, да, и всего этого он достиг. Просто он не шел к этому, а так всего этого он достиг, конечно. Еще сделаем дубль, ладно? Так, да? Один так до нее, да? Имеется в виду? Ага. Можно еще раз, когда это проверить? Ага, да. Как? Ага. Ровненько 16-е там. Ага. Стоп, там шум. Еще раз, да, можно? Ага. Чуть-чуть.
ставим, ладно?